7 часов на часах, непосредственно 20 ноября на календаре, день недели четверг. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Вновь мы рады вас всех приветствовать, рады сделать все возможное, чтобы зарядить вас на хороший, позитивный день. Да, сегодня четверг, собственно, впереди уже вот чуть-чуть, и мы окунемся в выходные дни. Ну а пока, конечно, нужно собраться с мыслями, силами и, так сказать, очень достойно, позитивно, результативно завершить рабочую неделю. Да, Ну а мы в течение ближайшего часа, как всегда, призываем вам оставаться с нами, просыпаться вместе с нами, завтракать, собираться на работу, на учебу. Ну, собственно, все будет вдвойне полезнее и приятнее. Ну а прямо сейчас давайте узнаем о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном в Кремле. Российский президент отметил, что ожидает положительный взрыв в развитии отношений России и Китая после введения безвиза между странами. Глава государства попросил Ли Цзяня передать Си Цзиньпиню привет и наилучшие пожелания. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России превысит 27 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 20,7%. Этот рост коснется зарплат около 4,5 миллионов работников и повлечет за собой повышение социальных выплат. В частности, вырастут пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также больничные и алименты. Новый МРОД будет на 31,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения и превысить уровень инфляции. Зима вступила в свои права, значит, на самом холодном рынке в мире закипела торговля. В основном на прилавках рыба и мясо. По словам продавцов, самым большим спросом пользуется чукурдахский чир. Цены на северный деликатес начинаются от 1500 за килограмм. Хорошо берут карась. Тут стоимость подемократичнее – до 500 рублей за крупные головы. Предлагают покупателям и красную рыбу – кижуч, киту, горбушу. На мясных полках преимущественно говядина и жеребятина свежих забоев. Но можно найти оленину и ее субпродукты прямиком из Анабарского района. Рыбу мы привозим, получаем с севера вот самолетом, так как пока транспортной доставки нету, ее отправляют самолетом. Например, вот получили рыбу сейчас с Чукурдаха. Ну и привозим сюда морепродукты тоже с Владивостока, с Магадана. Красная рыба с Магадана у нас, кита, кижуч, горбуша, это с Магадана. А морепродукты мы заказали с Владивостока, чтобы на Новый год, на праздничный стол было что-то интересное. С января этого года профилактические медицинские осмотры в Якутии прошли 49 825 человек, что составляет почти 89% от годового плана. Эти мероприятия направлены на раннее выявление заболеваний и повышение доступности медпомощи, особенно для работающих граждан. Записаться на обследование можно во всех поликлиниках через портал госуслуг или по номеру 122. Министр здравоохранения Якутии Елена Афанасьева подчеркнула, что это поможет укрепить здоровье жителей и увеличить продолжительность жизни. Якутский медколледж впервые распахнул свои двери для родителей студентов, которые обучаются в учреждении. Программа мероприятия обширна. Расположились более 30 площадок. От мастер-классов по массажу, настольным играм, ретро-музея до родительских брифингов. Организаторы планируют встречу делать каждый год, ведь это отличная возможность узнать родителям, как и чему учатся их дети. Отметим, что в настоящее время в колледже познают азы медицины около 2000 студентов. Я вот сегодня пришла в день открытых дверей к своей внучке старшей. Она нынче поступила на первый курс лечебное дело. Но, конечно, очень приятно, что они вот организовали такую встречу, потому что нам, родителям, конечно же, очень интересно, в каких условиях наши дети учатся и проживают. И, конечно же, хотелось бы пожелать всем, чтобы наш колледж еще процветал.
Ну а сейчас перейдем к таким очень добрым и милым новостям, которые, в принципе, могут кого-то пробудить, разбудить, поднять настроение, а кому-то возможность обсудить, так сказать, за чашечкой утреннего кофе. Да, видели ли вы когда-нибудь коня, который на гитаре играет? Сейчас увидите. Конь-браслет, первый гитарист в московском зоопарке. В свободное время берет инструмент, чтобы порадовать окружающих своей игрой. Впервые, к слову, браслет познакомился с гитарой еще молодым же ребенком. Он был единственным, кто не испугался ее звучания, так рассказали в московском зоопарке. По словам работников зоопарка, когда в конюшне впервые появилась гитара, все лошади насторожились и испугались незнакомых звуков. Все, кроме браслета. Он, наоборот, с любопытством подошел к инструменту и сразу же провел копытом по струнам. За свою смелость жеребец получил заслуженное лакомство. С 2 лет конь-браслет стал раз в неделю брать уроки игры на гитаре. И сейчас жеребцу уже 17, и несмотря на свой солидный возраст, он не забывает о любимом увлечении. Браслет до сих пор также активно участвует и в соревнованиях. И прямо перед глазами сейчас картина, как кто-то исполняет песню «Выйду ночью в поле с конем», а рядом аккомпанирует кот. Конь. Конь. Кот, да. Видимо, Внезапно кот. А почему? А там, может, и бременские музыканты. Вот тебе здравствуйте. Да. Пожалуйста. Вообще, в принципе, мир животных, он всегда такой очень удивительный. И вот такие примеры, это, конечно, только лишь порадоваться можно и удивиться тому, насколько все-таки талантливые животные. Да, вообще, как бы, таланты, они разными бывают, самыми неожиданными, но чтобы раскрывать свои способности, конечно же, будь то музыкальные, любые другие, важно всегда начинать день с бодрости и энергии. Поэтому прямо сейчас предлагаем присоединиться к нашей утренней зарядке. Всего пара минут легких упражнений, и вы зарядите тело тонусом, а ум ясностью. А чтобы все точно получилось, делать упражнения будем все вместе с нашим спортивным инструктором. Всем доброе утро! Просыпаемся вместе со мной и делаем комплекс упражнений из йоги. Принимаем удобную позицию, сидя на полу, и начинаем наш комплекс. Для начала нам нужно положить правую руку на пол, вытянуться левой ручкой вверх. Сначала мы просто вытягиваем левую часть тела, вытягиваем левые ребра друг от друга. Затем опускаемся ниже на правый локоть и уже вытягиваемся левой ручкой над головой, как стрела. Вытягивая сильнее, вдох. И с выдохом немного подраскрываемся к потолку. Выдох. Затем возвращаемся. То же самое на левую сторону. Сначала левая ручка по диагонали на пол. Вытягиваемся правой ручкой вверх к потолку. Вытягиваем всю правую часть тела. С выдохом опускаемся ниже и вытягиваемся правой рукой над головой, как стрела, уходя глубже в наклон. И разворачиваемся к потолку. Вдох. Выдох. Расслабляем мимику лица, не напрягаем лицо. Выходим из положения. Следующее упражнение. Левая ручка идет на правое колено. Такая легкая скруточка, тоже правой ручкой вверх к потолку. Разворачиваемся. Здесь уже другие совершенно ощущения. Вытягиваемся за макушку. Вдох. Ручку просто тянем вверх. Выдох. Возвращаемся по центру и меняем положение. Правая ручка на левое колено. Левая рука к потолку. Вытягиваемся хорошо. Вдох. С наслаждением выдох. И выходим из положения. Переходим в следующую позицию. Опоры на 4 точки. Запястье под локтевым, под плечевым суставом. Колени под тазобедренным суставом. Вытягиваем правую ручку вперед, левую ножку назад. Вытягиваем правую ручку хорошо. Левой пяткой толкаем невидимую стену. Вдох. Выдох. И теперь в динамике вдох. Соединяем локоть и колено. Выдох. Вытягиваем руку и ногу. Вдох. Выдох. Левая ручка. Правая ножка. Вытягиваем правую ножку посильнее, толкаем невидимую стену. Вытягиваем левую ручку, вдох. С выдохом расслабляемся. Чувствуем, как укрепляется наша спина, руки, ноги. И в динамике соединяем локоть и колено, вдох. С выдохом вытягиваемся за макушку.
И вдох. С выдохом снова вытягиваемся хорошо. И последний раз вдох. Выдох, вытягиваемся. На этом наша с вами утренняя зарядка подходит к концу. Будьте здоровы и счастливы. До следующей встречи. Ну а сейчас предлагаем вам сделать паузу. Ну, например, улыбнуться, посмотреть в окно или просто вспомнить что-нибудь доброе. Может быть, тот самый конь с гитарой уже настроил вас на нужный лад. А это, кстати, вообще прекрасно совпадает с сегодняшним праздником. Он так и называется «Прекрасный день». Его главная идея – замечать красоту в мелочах, в утреннем солнце, в улыбке прохожего, в чашке горячего чая. Ведь именно из таких моментов и складывается счастье. А о других праздниках сегодняшнего дня расскажем далее. На календаре 20 ноября. Сегодня Всемирный день ребенка, День педиатра, День работника транспорта в России. По народному календарю Федотов день. В это время на реках и озерах вставал лед. По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки, это предвещало, что следующее лето будет хлебным. Этот день в истории – 1480 год, окончание стояния на Угре, конец татаро-монгольского владычества на Руси. 1805 год, впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио». В 1820 году китобойное судно «Эссекс» протаранено гигантским китом. В 1945 году начало Нюрнбергского процесса, суда над военными преступниками Третьего Рейха. В 1998 году, 20 ноября, осуществлен запуск первого модуля МКС – российского функционального грузового блока «Заря». В этот день родились Фернан Магеллан, португальский и испанский мореплаватель и исследователь. Отто фон Герике, немецкий физик, инженер и философ. Эдуард Рюппель, немецкий зоолог и ботаник. Ефим Путянин, русский государственный деятель, адмирал и дипломат. Зинаида Гиппус, русская поэтесса и писательница эпохи Серебряного века. Карл Риттер фон Фриш, австрийский этолог, расшифровавший поведение пчел, нобелевский лауреат. Майя Плисецкая, советская и российская балерина, хореограф, педагог, народная артистка СССР. Михаил Ульянов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. Алексей Баталов, советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, народный артист СССР. Аза Лихиченко, советская телеведущая, народная артистка РСФСР, патриарх Кирилл, патриарх Московский и всея Руси с 2009 года. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот. Ну а сейчас мы поговорим на такую тему, которая, в принципе, должна касаться каждого. И долгоиграющая тема, на Да. самом деле. Это вообще откладываете ли на старость, но каждый из нас, да, старается какие-то денежки для этого сберечь, но не уверены, да, что банковского вклада, например, вам хватит. Государство готово добавить вам денег, но не все спешат этим воспользоваться. Кто-то боится возможной инфляции, кто-то не доверяет фондам. Так ли рискована новая программа долгосрочных сбережений и как на ней реально заработать? Вот разбираемся по пунктам, от государственных бонусов до гарантий сохранности ваших средств. И все, что важно знать о программе долгосрочных сбережений, нам расскажет специалист негосударственного пенсионного фонда Галина Игнатова. Галина Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте поговорим вначале, наверное, о том, что С же базы все-таки, начнем. да. Да, что такое Программа. программа долгосрочных сбережений? Ну, это удивительная программа, которая была создана совместно Минфином и Банком России, которая позволяет дополнительно создать капитал, но уже не самому, а вместе с государством. Ну а в чем, допустим, отличие принципиально от других инструментов накопления? То есть, опять же, у нас есть вклады, да, есть там индивидуальные инвестиционные счета. Ну, тем, что, во-первых, это можно начинать эту программу с небольшого взноса. Это с 2000, это первоначальный взнос, минимальный. Но можно откладывать просто сразу же всей суммой. И программы вы вложили сумму, государство вам в конце июля следующего года добавляет на вложенную сумму, соответственно, вашим доходам. То есть все равно сумма увеличивается, естественно, Конечно. да? Ну, и вот подробно можно об этом механизме, да, рассказать? Вот вообще о механизме государственного софинансирования, да, в программе долгосрочных
сбережения, да, и вообще кто имеет право на поддержку, каковы основные лимиты и сроки участия? Ну, участвовать в этой программе может любой, 18+, и до, будем говорить, бесконечности. Учитывается наш доход совокупный за год, который у нас декларируется в налоговой, через налоговую. И здесь уже нас как бы разбили на 3 категории. У кого доход до 80 тысяч, это первая категория. Здесь государство добавляет 36 тысяч. Если вы вложили 36, государство добавляет 100%. 36. Ну, либо любую сумму. Вложили 20, государство добавит 20. Вложили 10, добавит 10. Вторая категория – это когда доход идет совокупный выше 960 тысяч в год. То есть если разделить на 12 месяцев, это будет 80 тысяч. От 80 до 150. Здесь уже государство добавляет 50% на вложенную сумму. Следующая категория – это если доход превышает 150 тысяч в месяц, то здесь уже государство добавляет 25%. Государство добавило, вы вложили. Ну, допустим, 36 тысяч вы вложили, государство добавило 36, это уже 72. Плюс эти деньги работают под проценты фонда. То есть фонд инвестирует эти средства, зарабатывает, и в каждый год мы получаем еще процент на совокупный доход от того, что вы вложили, и то, что государство добавило. Здесь же идет возврат подоходного налога. 13% государство возвращает на вложенную сумму. Ну и, соответственно, вот так у нас копится. То есть по возврату подоходного налога это как бонусом? Да, это государство не говорит. входит вот в этот, как его, в софинансирование в виде максимальной В суммы. софинансировании мы только собственную сумму вложили, государство нам добавило на собственную сумму. Здесь сразу возникает очень важный вопрос, да, а вообще на какой срок заключается договор и можно ли досрочно прекратить участие? Ну, на какой срок? Это софинансирование идет до 10 лет. Сам договор зреет 15. То есть 10 лет государство софинансирует, участвует в софинансировании с нами. Еще плюс 5 лет деньги работают под проценты фонда. И получается 15 лет договор созрел. Здесь человек получает полностью всю сумму без всяких выплат. Если, допустим, можно раньше его получить, это тем гражданам, кто выходит на пенсию, женщины в 55, мужчины в 60 лет. Мы получаем, там уже, соответственно, расчеты будут. Сколько вложили, сколько там? Нет, там по получению. Варианты есть по получению, но получается сумма полностью вся. Ну вот прозвучало под проценты, да, фонда, получается, фонд их инвестирует куда-то, эти средства, да, пополняет, но многие люди, я думаю, ну, может быть, не многие, тем не менее, такая категория людей есть, когда мы слышим инвестиции, это что-то непонятное, страшное, и плюс много историй уже существовало с этим, то есть какие-то, вот, страх ненадежности, чем он, грубо говоря, может развеиваться, то есть как-то застрахованы средства, да, разные механизмы. Да, конечно, средства застрахованы на 2 800 000 в агентстве страхования вкладов. То есть, если что-то вдруг случится, человек да, все равно конечно, свои эти деньги свои получит. Ну и многих, конечно, интересует вопрос, да, а что же делать, если вдруг случится инфляция? Тут вообще огромнейшие страхи, да, и куда ж мои все накопления Но здесь надо понимать, что, в принципе, если, допустим, инфляция, она у нас идет каждый день. Где бы у нас деньги ни находились, эта инфляция все равно есть. В данном случае, смотрите, государство добавляет в виде 100%, там 50 или 25. Плюс деньги еще работают под проценты, которые фонд вкладывает средства, да, мы получаем доход, и деньги работают, называется, под проценты фонда. То есть все равно он перекрывает инфляцию. То есть, если, допустим, взять и уровень инфляции сегодняшнего дня, вот, то вот софинансирование, процентовка, о которой мы сейчас говорим, она, в принципе, вот, по текущему там состоянию она перекрывает уровень инфляции. Ну, если взять сегодняшний день, ну, будем говорить, не сегодняшний, прошлый год, по итогам прошлого года все фонды дали доходность, все фонды, 40 фондов в России существует негосударственных пенсионных, они дали доходность от 15 до 25%. То есть это достаточно хорошая доходность, она перекрывает уровень инфляции.
Галина Васильевна, вот вы сказали, что существует 40 негосударственных пенсионных фондов, да? А какова, да, вот, допустим, если человек все-таки выбирает, да, вот на что нужно обращать внимание, да, есть ли какие-то критерии определенные, да, на что, ну, вот, нужно точно обратить внимание при выборе негосударственного пенсионного фонда? Ну, насколько работает долго на рынке фонд, насколько стабильно он работает, фонд, сколько по объему клиентов у фонда. Ну, если мы возьмем, например, я представитель Газфонда, то у нас более 6,700 тысяч человек в клиенте. 6 миллионов 700 тысяч, правильно А сказать. если говорить про срок работы фонда, то есть сегодня тоже время такое относительное Да, понятие. тяжелое, да. То есть Сегодня 2 есть, года завтра можно нет. считать долго, да? Какой срок уже таким весомым можно считать? Ну, во-первых, фонды работают уже достаточно долго, начиная с 90-х годов. То есть практически 25-30 лет фонды существуют. Мгм. Ну, значит, собственно, вот если все-таки все это подытожить, значит, позаботиться о своей пенсии нужно уже заранее, да, тем более в Конечно. такое нестабильное время. Никто, кроме тебя, о ней не позаботится. Да, и поэтому, дорогие телезрители, мы собственно, сегодня поговорили на такую очень важную тему. И, конечно, если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, лучше обратиться к специалистам и получить хорошую консультацию. Ну, а будущее, конечно, наше зависит в первую очередь только от нас Да. самих. Так. Ну, а очень важно грамотно инвестировать в свое будущее финансовое, но не менее важно вкладывать силы и внимание в главный актив – это наше здоровье. И если говорить о ежедневном самочувствии, одна из частых проблем, с которой сталкиваются многие, это, конечно же, отеки. Мы подготовили практические советы, которые помогут быстро улучшить самочувствие. Также покажем простые упражнения, которые можно делать дома или в офисе без специального оборудования всего за пару минут. Расслабляем шею, чтобы улучшить кровоток. Растяжка боковой поверхности шеи. Исходное положение – стоя, выпрямив спину, руки опущены вдоль тела. Левую руку тянем вниз, при этом медленно наклоняем голову к правому плечу. Задерживаемся в этом положении на 30 секунд. Меняем руку и наклон головы. Растяжка передней поверхности шеи. Обе руки тянем вниз и немного вперед. Голову осторожно наклоняем назад и прижимаем к затылку. Задерживаемся на 30 секунд. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Исходное положение – руки в замке, сцеплены на затылке. На выдохе немного опускаем голову, на вдохе пытаемся поднять ее обратно. Но руками препятствуем этому. Затем выдох и снова немного опускаем голову. Повторяем 3 раза. Эти упражнения уменьшают заломы в зоне декольте на шее и активизируют процессы правильного кровотока и лимфотока. Открываем глаза и убираем отеки. Указательным пальцем правой руки придерживаем кожу у основания левой брови. Слегка сгибаем указательный палец левой руки и как бы проезжаем его боковой стороной по всей брови, надавливая на нее со средней интенсивностью и слегка приподнимая вверх. Проделываем все то же самое с правой стороны и повторяем по 10 раз. Слегка согнутые указательные пальцы располагаем над бровями. Большие пальцы при этом находятся на зоне под глазами. Пальцы как бы образуют бинокль. Они должны быть прижаты к коже, но не давить на нее. Чередуем широкое раскрытие глаз на 1-2 секунды и прищуривание. Стараемся не морщить лоб, участвуют только круговые мышцы глаз. Повторить следует 10 раз. Упражнения уменьшают отечность под глазами, при постоянном выполнении сокращают гусиные лапки. Подтягиваем овал лица. Располагаем руки на лице так, чтобы середины ладоней были прижаты к скулам, а пальцы к вискам. Медленно продвигаем ладони вверх к макушке головы, в итоге соединяя их там. Повторяем 3 раза. Ставим большие пальцы рядом под подбородком, ближе к шее, как бы проваливаясь в ямку, которая находится за костью нижней челюсти. Начинаем продвигаться в разные стороны к ушам круговыми движениями, медленно массируя кость нижней челюсти и пространство под ней. Повторяем 2-3 раза. В результате мы получаем легкий лифтинг лица, снятие отечности с нижней половины лица и подтяжку подбородка.
А теперь поговорим о том, как добавить легкости и уверенности своему образу. В рубрике «Мода и стиль» сегодня профессиональный стилист расскажет, как выбрать идеальные джинсы. Те, которые сидят безупречно, подчеркивают достоинство и поднимают настроение. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, и я персональный стилист. Сегодня снова наша с вами любимая рубрика «Советы от стилиста». Сегодня мы с вами рассмотрим зимний гардероб, потому что именно этот формат гардероба чаще всего вызывает вопросы. Думаешь, в чем же пойти? Нарядиться или же все-таки выбрать ватные штаны? Вот эта дилемма каждое утро беспокоит каждую женщину. Давайте посмотрим, какие образы мы можем носить этой зимой. Базовые джинсы точно нужны в любом гардеробе. Что такое базовые джинсы? Это те джинсы, которые не имеют стилевой привязки. На них нет дополнительных деталей, страз, дырочек и прочего. Это в данном случае это классические клёши. Они сейчас очень актуальны. Я знаю, что многие девушки любят такие джинсы, потому что они зрительно вытягивают силуэт и делают нас стройнее. Дальше. Подобрали светлый жакет, состав которого с примесью мохера. Это очень тактильная, классная вещь, которую можно использовать вместо кардигана или другой теплой вещи, которую вы используете для носки вторым слоем. Такой жакет можно будет носить как пальто, например, в весенний-осенний сезон, а в зимнее время в помещении это будет отличный вариант для того, чтобы вам было тепло. Носите и с платьями, носите и с джинсами. Этот жакет делает любой образ сразу уникальным, неповторимым и супер стильным. Меня часто спрашивают, как носить разные стильные образы, как не быть заложником ватных штанов в зимнее время. Я вам отвечу, что одежда и внешний вид – это самая закоренелая привычка. Мы привыкаем к комфорту, мы привыкаем к тому, чтобы можно было сделать легко и мобильно, и погрязаем в этих образах. Что я рекомендую сделать? Обязательно устройте себе челлендж на 10-20 дней, носить все вещи из вашего гардероба, сочетать несочетаемое, экспериментировать, пробовать. Попробуйте сделать себе вызов. Именно тогда родятся самые классные образы. Именно тогда вы почувствуете себя стильной. Комплименты людей, внимание публики – это то, что даст вам мотивацию для того, чтобы быть стильной круглый год. От стиля в одежде к стилю в общении. Ведь он также важен, особенно когда речь идет о самом популярном языке в мире. Пришло время задать вопросы, которые годами копились в школьных дневниках. И в нашей рубрике «Спроси учителя» сегодня мы познакомимся с учителем английского языка, который ответит на интересные, а порой даже неожиданные вопросы школьников. Новый язык – это новое видение жизни, говорил Федор Достоевский. И действительно, язык перед человеком открывает целый мир возможностей. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, и сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы поговорим о языке, который знают и используют миллионы людей по всему миру. Об английском языке. Сегодня у нас в гостях учитель английского языка Халбакинской школы имени Прокопия Быканова Вилюйского района Раиса Дмитриевна Григорьева. Раиса Дмитриевна, мы получили вопросы от наших школьников, и нам очень интересно услышать ваше экспертное мнение. И давайте вместе разберемся, почему английский язык считается удивительным, а порой таким сложным. Давайте. Раиса Дмитриевна, давайте перейдем к нашим вопросам. Пожалуйста. Здравствуйте, я Шарупов Константин, ученик 6 Б-класса, школа номер 39 имени Николая Ивановича Шарина, города Якутска. Подскажите, пожалуйста, а зачем нам учить столько неправильных глаголов? Их реально столько много? Все дети задают такой вопрос. Учить неправильные глаголы – это не прихоть строгих учителей, а это необходимая инвестиция в вашу способность говорить правильно, понимать живую речь. Это фундамент, на котором строится почти вся английская грамматика. Поэтому практикуйтесь, сделайте упражнения, слушайте песни, в них полно неправильных глаголов. И смотрите фильмы, сериалы на английском.
Раиса Дмитриевна, и следующий вопрос от нашей Дарины. Здравствуйте, я Котова Дарина, ученица 3 Б класса, школы номер 1, города Алдан. Подскажите, пожалуйста, почему английский язык стал так популярен во всем мире? Спасибо, Дарина. Хороший вопрос. Популярность английского – это не случайность, это результат уникального истечения исторических, политических, экономических причин. Это как выиграть лотерею несколько раз подряд. И тем более вот английский язык популярный, универсальный и еще основной язык интернета. Раиса Дмитриевна, и внимание на Гюльней. Здравствуйте, меня зовут Неустроева Гульней, ученица 8 класса Чурапчинской средней общеобразовательной школы имени Семена Андреевича Новгородова. Скажите, пожалуйста, почему в английском так много времен? Спасибо, Гюльней. Хороший вопрос. В английском языке немного времен, а богатая система видовременных форм. Это не причуда, это мощный инструмент для сложного, точного выражения мыслей. Он компенсирует отсутствие сложных систем, падежей и склонений, присущих русскому языку. Поэтому не стоит бояться этого разнообразия. Раиса Дмитриевна, благодарим вас за ваши ценные объяснения. А вам, ребята, желаем успехов и вдохновения в изучении английского языка. Вот послушали профессиональные ответы учителя на интересные вопросы. А теперь давайте посмотрим на мир глазами тех, чьи ответы всегда искренни, непредсказуемы и полны удивительной логики. В рубрике «Устами детей» мы задаем детям вопросы, над которыми иногда и взрослые ломают голову. Что такое дружба, куда уходит лето и почему облака не падают? Готовьтесь улыбаться, умиляться и, возможно, задуматься. Привет, как тебя зовут? Матвей. Ксения. Аярхан. Полина. Кириллин Эрел. Кирина Мария. Даяна. Меня зовут Ягудина София. Хазижа. Дарина. Вот первый вопрос. Что такое счастье? Ну, это когда человек чему-то рад. Когда человек чему-то радуется, когда ему что-то подарили, например. Ему дарят что-то, он удивляется. Счастье – это когда человек очень веселый и когда ему дарят подарки. Это когда человек радуется. Счастье – это когда человек радуется. Счастье – это когда человек веселый и улыбается. Это когда человек радуется, улыбается и ему весело. Счастье – это когда кто-то радуется. Ну, это когда я с родителями всей семьей гуляю. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать тренером по художественной гимнастике. Инженером. Актрисой. Полицейским. Тренером по плаванию. Пилотом. Учителем. Тренером гимнастики. Доктором. Кем ты хочешь стать? Учителем. Хорошо. Особенно трогательно звучало, когда вот маленькая девочка сказала: «Хочу стать учителем». Ведь это значит, что образование есть будущее, полное искренней любви к профессии. Кстати, о тех, кто уже сегодня несет эту ответственную миссию, а также кто в одном шаге от нее. В минувшее воскресенье в Якутии стартовал конкурс педагогического мастерства, масштабное событие, где лучшие из лучших делятся опытом, идеями и вдохновением. Подробнее о том, как проходит конкурс, какие номинации в этом году и что ждет участников, поговорим с гостями. У нас в студии Ксения Христофорова, лауреат второй степени 11-го профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Серебряный пеликан-2025» и абсолютный победитель второго студенческого конкурса профессионального мастерства «Крылья педагогики-2025» Овчинников Арсений, студент 5-го курса ПТИ. Доброе утро. Доброе утро. Арсений, поздравляем с абсолютной победой. Что вы почувствовали, когда услышали вот свою фамилию, да, и что для вас значит эта победа? Ну, я почувствовал огромную радость, удовлетворение своим трудом, а также огромное удивление, поскольку до самого конца сохранялась интрига. Вот.
хочу также поблагодарить всех, кто меня поддерживал, коллег, свою кафедру методики преподавания физики. А как вы вообще решились принять участие? То есть что замотивировало рвануть в бой, так сказать? Ну, это все-таки только всего лишь второй конкурс в крыле педагогики, да, для студентов. И нам сказали, что вот есть такой интересный конкурс. И меня сподвигнуло защитить честь кафедры, во-первых, да, а также принять этот вызов, поучаствовать первый раз в таком конкурсе. Ни разу еще не участвовал в подобных мероприятиях. Первый раз и так триумфально, да? Ксения Семеновна, ну что для вас, как для маститого педагога, стало ценным в этом конкурсе, да? Ну и немножечко вот расскажите нам в целом, насколько он масштабен, да, и насколько важно нам принимать участие в подобных мероприятиях. Ну, конечно же, это возможность обмена с педагогами своим опытом. Также у нас были федеральные эксперты такого уровня, как победители учителя года, различных годов, да. И здесь было очень важно услышать, увидеть и взять что-то для себя, взять что-то новое и взглянуть на свою деятельность под новой призмой. Ну и также мы очень много взяли от студентов, от наших будущих коллег. Это их новое видение, новый взгляд, гибкость мышления. Вот так вот. То есть Ну, вот говоря про то, что взять у молодого поколения, также, наверное, одна из задач конкурса это была в части уже практикующих, да, опытных педагогов, это передача опыта как раз-таки наоборот, в обратную сторону молодому поколению. Вот чем именно хотели бы вы поделиться с будущими коллегами? В данном случае, я бы сказала, это то, что мы не просто даем знания, но мы еще даем частичку себя. Здесь важно то, что мы вкладываем сердце в будущее поколение, то, что мы должны проявлять себя нашим ученикам, показываем себя, свой личный пример, и они за счет этого растут достойными гражданами нашей страны. Вот вы уже затронули о том, что организаторами специально провели, да, отдельную программу, да, чтобы педагоги и студенты как-то, знаете, общались между собой, да, и был такой некий мостик между вами, да. Вот можно рассказать хотя бы пример, как вы взаимодействовали? Это было на финальном этапе, в формате разговора, назывался «Капитан образовательного полета». И там был разговор с профессором Иоффе Андреем Наумовичем. Он задавал нам такие общие вопросы по педагогике и в сфере образования, в общем, да. И каждый из участников говорил свой тезис на 1 минуту про тему, которую он обозначил по очереди. И мы слушали друг друга, думали, как ответить или же что придумать самому. И такой опыт очень приятный. Да? Битва мнений, можно сказать, в какой-то степени. А в целом несколько дней конкурсных было, насколько мы понимаем, и что для вас, ну вот вопрос обоим, да, что в конкурсной программе самым сложным было для вас? Ну, для студентов, для нас самым сложным было все-таки испытание, учебное занятие. То есть мы проводили урок. Открытые уроки, типа, то есть как открытый урок, то есть жюри сидят, оценивают нас. И это было с настоящими детьми на базе школ. У физиков было на базе 26-й школы, например. И было очень сложно за 30 минут рассказать, то есть провести хороший урок. Вот так. Тем более еще и по физике. Да. Собственно, у вас? Опытного крыла педагогов. Вы же в предметной категории, да, если не ошибаюсь, соревновались, да? Вот какой предмет, может быть, вам помог? Ну, в данном случае я представляла математиков. И, конечно же, безусловно, математика — это царица всех наук. Но и в данном случае основным таким посылом было то, что математика и, ну, вообще общие, да, естественно-научные предметы — это кладезь знаний, и которые нам необходимо преподнести в таком свете, что ребенок тянулся
тянулся через наблюдение, через свой личный опыт, пропустил все это через себя, и это очень важно в деятельности педагога. Ну вот вы стали лауреатом второй степени, да? Это, конечно же, прекрасный результат, но всегда есть к чему стремиться, да? Хотели ли бы вы, допустим, в следующем году взять, так сказать, реванш? Да, безусловно, есть, если предоставится такая возможность, я с удовольствием приму этот вызов. Но в данном случае, я бы сказала, не столь важен титул, сколько то, что мы приобретаем, и возможность делиться своим опытом и получать что-то от других. Ну, вообще, вот формат конкурса — это насыщенная программа с утра до вечера, фактически, да, такой, это вот все-таки для вас был какой-то марафон на выносливость или все-таки праздник профессионального общения, да, и мастерства? Для нас всех это был праздник, мы все очень радовались этому, можно сказать. И я ни капельки не устал, хотя это был такой мой первый конкурс, да. С утра до вечера все время все были энергичные, никто не уставал, никто не спал. А вообще победа вам принесла какую-то уверенность в себе, да? И, может быть, какие-то резко появились планы? Ну, да, то есть победа принесла какую-то уверенность. Теперь я как-то уже могу ставить себе большие задачи, стремиться к большим высотам. Ну что, мы еще раз поздравляем вас с таким замечательным результатом. Желаем вам успехов в вашей карьере, в вашей учебе. Не останавливайтесь на достигнутом и также с достоинством участвуйте в интересных проектах и представляйте себя в первую очередь, свои знания, ну и уже потом уже отстаивайте честь своих наставников, да, которые вложили в вас свои знания и душу. Спасибо большое. Ну а мы движемся далее. Да, труд педагогов, он все-таки воспитывает умы и сердца, но есть профессии, где руки творят не менее важные вещи, создают каркасы городов, соединяют металлы и строят будущее в прямом смысле этого слова. Сегодня в рубрике «Выбор профессии» рассказ о сварщиках. Это специалисты, чья работа требует точности, терпения и мастерства. Они строят мосты, собирают технику и участвуют в создании того, что нас окружает каждый день. Меня зовут Макаров Денис, я студент Якутского промышленного техникума. Учусь на втором курсе по профессии мастер жилищно-коммунального хозяйства. Я поступил на эту специальность, потому что с самого детства мечтал стать сварщиком, работать на производстве. Видел, как люди работают, трудятся, стараются ради города. И тоже захотелось. Я учусь 2 года. В прошлом году окончил модуль сварки. Параллельно были моменты, я работал на производстве, тоже сварщиком. Во время пар мы приходим в сварочный цех, изготавливаем всякие разные изделия. Оно, конечно, идет не на производство, но для нас, для дальнейшего обучаемся этому, чтобы уже на производстве уметь правильно сваривать какие-то либо детали, и уже крупнейшее что-то. Я люблю свою профессию из-за того, что я могу что-то качественно сделать не только для производства, но и для себя. Мне не нужно вызывать мастера на дом. И я точно уверен, что я могу сам это сделать, что-то либо сварить, изготовить для себя. Печи изготавливал разные, ворота, заборы для дома. На флоту тоже помогал, заваривал буи, и так далее. Для каждой профессии есть, конечно же, минусы. Для нас это как бы работа потная, во-первых, грязная. Не все очень легко дается. Жарко бывает в сварочной робе, например. Но есть, конечно, свои плюсы. Этих плюсов, достаточно. Например, я могу найти работу с легкостью в любой точке мира, не имея языковых навыков. Главное, что я умею работать и готов работать. Будущим студентам, школьникам, которые будут поступать, и будут обучаться, желаю, чтобы вы нашли профессию себе по душе. Идите к своей цели, никогда не останавливайтесь, и у вас все обязательно получится. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. С
Строительство нового аэропорта в поселке Зырянка обсудили на полях Международного форума «Транспорт России». Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Воздушные ворота Верхнеколымского района должны появиться в новом незатопляемом месте, чтобы авиасообщение не прекращалось в зависимости от времени года. Также стороны подробно обсудили меры по повышению эффективности работы сети северных аэропортов в самых отдаленных труднодоступных территориях. Отдельное внимание на встрече было уделено теме субсидируемых авиаперевозок и индексации специальных тарифов на межрегиональных маршрутах. Обсуждались вопросы субсидирования по магистральным маршрутам и ждем результатов комиссии. Безусловно, скажем, какие субсидии были выделены нашим авиакомпаниям Якутия и Алроса по основным магистральным маршрутам из Якутска и Мирного до Москвы, до Санкт-Петербурга, до Новосибирска. Более 250 слов на якутском и русском языке внесли жители республики на портал «Народные термины». В конце октября Национальная библиотека представила сайт, где все желающие могут добавлять слова и сразу же давать им расшифровку. Все понятия проходят модерацию на предмет соответствия требованиям и впоследствии добавляются на портал. Проект направлен на сохранение и развитие официальных языков. Ну, там обычные слова якутские, там можно сразу перевод получить, да. Ну, а также, если вот так брать, что в каждом районе есть свой говор, да, получается. Один предмет, он может по-разному выражаться, да. Допустим, если, к примеру, взять гвоздь. Оно может быть, ну, в моем понимании, которое я знаю, да, это оскома. В каком-то районе говорят того, да. Также могут быть и другие слова, да, которые, возможно, могут быть трудно кому-то понять. Студенты из Якутии примут участие во всероссийском фестивале «Студвесна». Крупнейшее молодежное событие пройдет в столице Татарстана, в городе Казань с 25 по 29 ноября. Фестиваль соберет более 2000 участников из более чем 80 регионов страны. Команда Якутии выступит в 10 творческих направлениях и защитит честь республики на федеральной площадке. Центральным номером их программы станет их общая постановка с национальным колоритом. Перед поездкой участники представили спектакль зрителям республики. Показ получил теплый отклик и стал важным этапом подготовки к предстоящему фестивалю. В преддверии Нового года минимальный набор из елки и украшений к праздникам подорожал на 13% в этом году. Чтобы нарядить свой дом к главному зимнему торжеству, россиянам придется потратить минимум 5200 рублей. Аналитики заявляют, что динамика продаж новогодней атрибутики может зависеть от формирования раннего снежного покрова. Однако в этом году, несмотря на его отсутствие, в некоторых регионах покупательская активность не снизилась. Лидерами продаж на данный момент являются объемные бумажные елки на магнитах, свечи и елочные игрушки в стиле ретро. Двукратная чемпионка России по дзюдо Карина Ефимова из Якутии примет участие в престижном турнире «Большого шлема» в Абу-Даби. Соревнования пройдут с 28 по 30 ноября. Якутянка заявлена в весовой категории до 52 килограмм, где за медали будут бороться 22 спортсменки, включая олимпийскую чемпионку Дистрию Красничи. Всего на турнир приедут более 400 дзюдоистов из 53 стран. В состав сборной России вошли 19 дзюдоистов. Несмотря на все старания забрать... Такими были новости к этому часу. Всего хорошего. До встречи в эфире. Вот так стремительно прям несется. Несется время, мы за ним не успеваем. В общем, действительно, наш эфир вот прям по щелчку начинается и незаметно как-то подходит к концу. Но, собственно, еще немного времени есть, и сейчас мы перейдем к одной из самых любимых рубрик Павла Танина. Конечно, я всегда говорю, что ради нее я только вот этим всем занимаюсь и утром рано просыпаюсь. Конечно же, это наша киноафиша. Почему сегодня? Потому что четверг — день кинопремьеры, и мы сейчас можем с вами посмотреть и узнать, что же уже с сегодняшнего дня. Ну, а скорее всего, все-таки это будут выходные. Можно посмотреть на больших экранах, чем же кинематограф нас может порадовать, что есть удивительного, а может быть даже местами и неожиданного.
Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Экранизацию бестселлера «Авиатор» Евгения Водолазкина. Режиссером картины выступил Егор Михалков-Кончаловский. 1929. Лазарь номер 2. 2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени. Но чем дальше заходит исследование, чем ближе заветный результат, тем чаще причастные к нему задаются вопросом, не слишком ли высока его цена. Это значит, что мы сейчас между прошлым и будущим? Авиатор. Поклонников тайского хоррора ждет новая порция леденящего душу ужаса. Спустя некоторое время после предыдущих событий с Яком и его друзьями вновь начинают происходить странные и пугающие вещи. На этот раз дух первой ведьмы, жаждущей мести, похищает Yi, младшую сестру героя, и уносит ее в проклятую долину дьявола. Место, куда боится ступить нога человека, так как служит пристанищем для всей нечисти. Як понимает, что не может бросить сестру на произвол судьбы. Несмотря на предупреждение и всеобщий страх, он собирает команду верных друзей и отправляется в самое сердце тьмы. Однако похищение сестры оказывается лишь частью куда более масштабного и древнего плана. Во время спасательной операции герои узнают жуткие тайны этого места, становятся свидетелями древних ритуалов и понимают, что им предстоит столкнуться с могущественной силой, превосходящей все, с чем они имели дело ранее. Первая ведьма. Долина дьявола. You know, I've been thinking about the show. For the next 30 days, everyone in the country is trying to murder me. В новинках кинопроката свежий фантастический боевик о мире будущего и жестоких играх на выживание. And it's crazy, right? People on these games never come back. We have no choice. We need money for a doctor now. Главная сюжетная линия сосредоточена на самой опасной игре под названием «Бегущий человек». Отец отчаянно борется за жизнь своей дочери, которой для выздоровления требуется огромная сумма на специальные лекарства. Его супруга трудится в баре, зарабатывая крошечные деньги, которых хватает лишь на самые необходимые расходы. Тогда он принимает рискованное решение участвовать в смертельных играх. Пройдя отборочный тур, он оказывается в основной игре, где 3 участникам предстоит выжить в течение 30 дней, в то время как на них охотятся профессиональные агенты, вооруженные передовыми технологиями. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Welcome to the Running Man. Вот из всего того, что мы сейчас просмотрели, я бы сходила на «Бегущий человек». Ну, кстати, где-то читал, что без Арнольда Шварценеггера это не тот, ремейк же, получается. Я бы сходила. А вот фильм посмотрела. какого года это был? Первый в 90-х или 80-х все-таки? Я думаю, самое время будет поговорить об этом чуть позже, когда эфир подойдет к концу, и немножечко вспомнить, да. Но и на этом мы завершаем наше утро на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Мы желаем всем прекрасного настроения, отличного, хорошего рабочего дня, ну и, конечно, побольше каких-то добрых новостей. Да и просто приятных вещей в течение дня, конечно же. И не только дня, а вообще в течение всей жизни, чтобы приятности вас окружали. Но все-таки не будем так широко распыляться. Самое главное, что сегодняшний день прошел, потому что хорошего мы завтра вам тоже успеем пожелать. Завтра вновь увидимся. Увидимся завтра.